Всего в Гулрыбском районе очищены русла 9 рек. Это масштабная и довольно затратная с финансовой стороны работа проводилась местными подрядными организациями довольно долгое время. Но результат превзошел даже самые оптимистические прогнозы. А проверкой надежности стала непогода, которая уже дважды обрушивалась на республику в виде проливных дождей. Жители села были рады встретить премьер-министра, тем более показать главе правительства и всей стране есть что. В этом году Гулрыбский район впервые за 20 лет не постигла печальная участь быть подтопленными из-за разбушевавшейся стихии. Такого результата удалось добиться только одним путем – глубокой очисткой русел и устьев рек. Очистные работы проводила местная фирма «Агроинвест» и довольно долго, но результат превысил все ожидания, говорят сами жители. Ранее они направили письмо на имя президента с выражением признательности и благодарности за принятие мер по проведению берегоукрепительных работ русла реки Кадор, очистки русел рек и маленьких речушек в 8 селах района. Свои подписи поставили более 500 жителей. Первым долгом скажем большое спасибо. Мы 18 лет плавали. Мы хватались ночью 3-4, что могли, животных спасали, что могли. Но сейчас, конечно, вот уже 2 года нет воды. Ну, слава Богу, спасибо большое. Это проблема не только вашего села, не только нашей республики и нашего района. Это проблема везде. Но то, что такой объем работ мы смогли сделать в этом году, это очень существенно снизит угрозу подтопления ваших домов. И в этом году с помощью местной администрации, вашего главы, нам удалось эти вопросы снять. На проведение этих работ государство выделило более 40 миллионов рублей из собственных резервов. Они проводились местными подрядными организациями, и от проблемы затопления Гулрыбский район избавлен как минимум лет на 20-25. Протяженность рек, которые мы почистили, это 9 рек. Протяженность их составляет более 60 километров. Денег потрачено немало, большие суммы потрачены. Это практически бюджет, годовой бюджет нашего района потрачен на эти реки. Но это не значит, что вот бездумно взяли и деньги потратили. Здесь совокупность 25-летней мониторинга вот этого района. Мы за 25 лет видели, что творят здесь эти реки, когда выходят из берегов. В ливневые дожди территория рядом со школой в селе Пша превращалась в центр бурного потока. Виной всему вот эта маленькая речушка. Даже самый маленький дождь раньше превращал ее в бурлящую реку, которая разливалась на сотни метров вокруг. Годы жизни под страхом прихода большой воды для жителей села позади. Теперь осталось научиться бережнее относиться к сделанному и снова не заполнять устья рек строительными и бытовыми отходами. Нужно бережно относиться к тому, что сделано. Вот настоятельно просим вас, соседи, актив села, когда вы общаетесь, вывозите свой бытовой мусор в места для этого предназначенные. Если мы с вами будем продолжать скидывать туда наши бытовые отходы, старую технику, которую мы извлекали и вам показывали, ситуация повторится. Помимо очистки русел рек, в Гулрыбском районе около месяца идут работы по замене и ремонту водопроводных сетей уже в рамках инвестпрограммы. В ближайшее время около 200 семей будут подключены к центральному водопроводу. Работы еще предстоит немало. После их завершения всего около 600 семей будут обеспечены водой. На данном этапе, значит, программа идет в течение 2 лет. Первый этап был в прошлом году, основная магистраль большого диаметра 250 миллиметров труба была проложена. Сегодня идет разводящие сети делать. К концу года мы заканчиваем эти разводящие сети. К следующему году специалисты планируют завершение работ по реставрации резервуара. И именно тогда население будет получать воду безо всяких ограничений и перебоев. Все работы проводит госкомпания Апснергылара. Сметная стоимость объекта составляет порядка 10 миллионов. Сроки по контракту сдачи объекта это май месяц 2018 года, но мы предполагаем, что в этом году мы объект вообще полностью закончим и сдадим. И уже в этом году наверняка к Новому году воду жителям мы подадим. Сложностей у нас никаких нет, финансирование идет в штатном режиме, никаких задержек нет. Этот детский сад в поселке Гулрыбш был отремонтирован еще несколько лет назад. Но тогда не все коммуникации были подведены к зданию, из-за чего это дошкольное учреждение стояло с закрытыми окнами и дверями. Цена вопроса варьировала в пределах нескольких миллионов рублей. Средства руководство страны изыскало, и специалисты приступили к налаживанию коммуникаций. Уже до конца
конца этого месяца все работы, которые правительство профинансировало, будут завершены, и в октябре месяце дети смогут пойти в этот садик. Этого ждали очень родители, этого ждали в районе, и я думаю, что это произойдет самое что в ближайшее время. В этот садик будут ходить 126 детишек. К их приходу в детском саду уже почти все готово. Закуплен инвентарь, постельные принадлежности и посуда. Игровые комнаты заполнены разновидностями детских игрушек. До окончания всех ремонтных работ осталось немного. Но специалисты пока предпочитают не называть конкретной даты. Говорят, в течение месяца. В Гулрыбском районе, по словам главы администрации Аслана Барателия, острая нехватка в дошкольных учреждениях. А те, что есть, давно нуждаются в ремонте. Речь зашла о детском садике в Агудзере, который, несмотря на необходимость в капитальном ремонте, продолжает функционировать. Как сказал премьер-министр, о садике он знает и уже даже обсуждал со специалистами возможность его ремонта. В садиках нуждаются все районы. Это не единственный садик в вашем районе, тот, который сейчас работает. Там тоже далеки от норм санитарных и так далее. Там было предписание прокуратуры тоже. Мы планируем и в том, я хочу, чтобы жители Гулрыбского района услышали, и глава района к нам обращался, и депутаты района ставили этот вопрос. Тот садик, который сегодня функционирует, он тоже нуждается в капитальном ремонте. Как только мы запустим этот садик, мы уже подумаем над тем, какие работы необходимо будет провести. Мы уже предварительно говорили с главой, что там часть блока пока не задействована, можно будет в одном блоке провести ремонтные работы, перевести туда группы детей и провести капитальные работы ремонтные там, где сегодня проходит воспитательный процесс. В целом программа оказалась вполне насыщенной. Помимо осмотров объектов, инфраструктуры, Беслан Барциц пообщался с жителями сел. Люди говорили главе правительства и о проблемах, которые все еще мешают им жить и полноценно развиваться региону. Премьер-министр не только выслушал их, но и пообещал, что ни одна просьба не останется без внимания. Нис Фаршба, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.